Обгоревшие стены, куча золы и сажи. Вот что осталось от целого дома. Осматривая все это, Роза Долгиева до сих пор не может поверить, что все накопленное годами и непосильным трудом в одночасье превратилось в пепел. Оставшись без мужа, она сама воспитывает 7 детей. Жить только начали, говорит она, а тут такое. Проснулась я от шума, как будто кто-то воду открыл из крана, как будто вода шла. Проснулась, подошла сюда, свет... Подумала, свет от машины. Подошла поближе, а там вовсю огонь. Зал горит. Все произошло утром понедельника в 4 утра. Огонь уничтожил практически все имущество. Стихия разыгралась такой силой, что потушить своими силами просто не представлялось возможным. Мысли вытащить и спасти хотя бы что-то даже не возникло, рассказывает Роза. Повезло, что сами успели спастись. Просто не успевали, даже одеться не успели, просто одеяло накинули. Я только успела детей вывести. Пожарные расчеты на место возгорания приехали уже минут через 10, сработали оперативно. Но этого короткого промежутка времени хватило, чтобы от дома остались одни стены. Риск, что пожар вспыхнет снова, существует и сейчас. Тлеющие остатки строения то и дело воспламеняются, образуя новые очаги возгорания. Здесь хозяева справиться уже пытаются своими силами. Местные власти обещают, постараются оказать погорельцам посильную помощь в восстановлении дома. Глава администрации также обращается к местным жителям с просьбой не оставаться в стороне к чужой беде. По своим возможностям мы постараемся помочь этой семье. И также я обращаюсь к своим односельчанам, чтобы они тоже активно приняли участие в благотворительности этого дома, чтобы они могли этим детям-сиротам, чтобы могли помочь. Семью приютили родственники, а пока дом не будет восстановлен, Долгиевы собираются переехать в эту небольшую пристройку во дворе. Но сперва здесь необходим капитальный ремонт. Условия оставляют желать лучшего. Потрескавшиеся стены, продуваемые со всех сторон окна, а вместо пола и вовсе только бетон. Мы планировали этот дом снести, а сейчас придется его отремонтировать любыми способами, любыми средствами. Он находится в очень плохом состоянии, но тем не менее придется его отремонтировать. С наступлением холодов статистика пожаров вновь растет. Причины не удивляют. Нарушение правил пожарной безопасности, неисправность газового оборудования и электропроводки. Долгиевых утешает одно, что никто не пострадал. Семья надеется, что в скором времени они смогут восстановить дом и зажить как прежде. Жарайдат Халухоева, Рамзан Зурабов.